Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин, и я нахожусь в центре города Якутска. Здесь сегодня начал форум предпринимательства начался, и первое, что здесь открыли, это в районе центра Якутска своеобразную ярмарку-презентацию. И хотел бы вам продемонстрировать. Вот здесь небольшая ярмарка, и здесь презентацию проводят своей продукции предпринимателей, и, естественно, можно здесь что-либо купить. Но обратил внимание здесь на очень интересную, наверное, для Якутска не очень достаточно. Ну, такого в Якутске или в Якутии не встретишь. И поинтересовался, что же это такое. Написано, значит, только натуральная мархинская в собственных фирм, Born in Якутия. Я хотел все-таки уточниться, что же это такое. Вы можете нам подсказать, да, что вот это такое, да, и с чем, почему оно связано с Якутском? Мне такое ощущение здесь на английском, я решил сначала, что это не местное все. Здравствуйте, меня зовут Денис Авостин, я основатель бренда Мархинская. На самом деле, сегодня мы впервые представляем данный бренд на улицах города Якутска, поэтому добро пожаловать к нам на борт. Вы видите, что да, это современный фудтрак, это такой гордость, это практически как рождение ребенка, потому что мы его производили 4 месяца, делали в Подмосковье. Он, кстати, очень технологичный, сделал для наших суровых климатических условий. То есть это продукция сделана прямо для Якутска или для Якутии все-таки? Мархинская – это прежде всего рожденная в Якутии, так как мясо, которое мы продаем, мы действительно выращиваем на своем собственном производстве. Все знаете, наверное, это Мархинский племенной свинокомплекс. На сегодняшний день я его переименовал. Это Мархинский племенной свинокомплекс в честь основателя Кабохина Владимира Филипповича. Вот как он сейчас так правильно называется? Это вот когда-то было фермерское хозяйство. Пока я юридическое название не менял, но везде, даже на визитках и во всех анонсах, я говорю, что это Мархинский племенной свинокомплекс «Сибирь» имени Кабохина Владимира Филипповича. И находится она в Мархе, и вот сегодня это как бы своеобразная презентация данного продукта. И как это правильно сказать? Или это больше, чем продукт? Потому что я понял, что это ребрендинг, да, предприятия. Или как правильно все-таки? Ну, дело в том, что сегодня прежде всего это участие в выставке, но это выход в свет и первое знакомство с нашим брендом Мархинская. Поэтому вот да, это новый бренд, это ребрендинг. Предприятие существует 26 лет, я уже об этом говорил, рассказывал. Но я человек, который начал этим заниматься около полгода назад, и мне захотелось изменить, сделать это по-другому, сделать это более интересно, более креативно, ну вообще в целом по-другому. И я думаю, что вы согласитесь, что в Якутске еще не было, если мы не говорим о фудтраке, вообще в целом не было такого подхода, а может быть и есть, я его не знаю, или может быть я его не вижу. Вот, так скажем, поверьте нет мне, известных примеров, да? Вы знаете, есть достойные примеры, но они другие. Ведь дело в том, что вы знаете, когда ты живешь в этом замечательном городе, моем родном городе, живешь каждый день, ты просто на какие-то вещи не обращаешь внимания, и на хорошие, и на плохие. И вы знаете, а я не был 16 лет, и когда я приехал в город, мой родной, который я, кстати, не узнавал, и ездил по навигатору, сейчас в этом плане намного лучше, то я увидел очень интересный потенциал, в принципе, и для бизнеса, и для людей, которые хотят сделать по-другому. У меня, кстати, есть любимые места, у меня есть любимая кафешечка. Это хочу сказать, что 16 лет на камеру, там это Банами, потому что они достойны, чтобы о них говорили. Крутые ребята, мне очень нравится. И я был удивлен, что это
местный бренд. Ну, вы знаете, что InDrive тоже родился в Якутии. Он Майтона тоже достойный пример. На самом деле примеров много. И это и есть то, что вы увидели 16 лет назад не были. Здесь по стечению даже трагических обстоятельств появились. И у вас появился именно вот такой вот ребрендинг, да? Ну, и желание, нет? На самом деле, как я и говорил, что у меня не оставалось выбора и не было возможности даже думать, хочу и не хочу этим заниматься. Я должен был это сделать, потому что животноводство, оно не дает, это не какой-то другой бизнес, который можно просто заморозить и ничего не делать. То есть ты должен кормить, содержать, ты должен там вакцинировать, ухаживать. И временно подумать у тебя нету. Потому что пока ты можешь думать, потом уже в принципе сохранять ничего. Поэтому я вылетел сюда из Москвы, провел практически месяц. И в это время у меня рождались хорошие идеи создания нового бренда, нового продукта, нового подхода. Кстати, обратите внимание, за нами паркуется Lada Largus. То, о чем я говорил. Это тоже ребрендинг? Это тоже наше орудие труда. То есть новенькие рефрижераторы, оборудованы хорошим, кстати, это мы патриоты, мы поддерживаем локального производителя, поэтому я остановил свой выбор на шасси Lada. И, кстати, считаю, что это очень классная машина, не переоцененная и другая, потому что Lada тоже старается делать ребрендинг. Это то есть Жигули, да? Это Жигули. Жигули. Это Жигули. Жигули. И здесь написано Мархинзе. Это Мархинская, наша хрюшечка. Хотелось бы сказать, спросить, сложно было вот именно эту машину брать, потому что явно это модификация достаточно интересна. Но на самом деле, конечно, здесь есть своя специфика, потому что у нас там 16-клапанный двигатель, более мощный. У нас оборудован рефрижератор Zanotti. Это, кстати, такой тоже премиальный бренд, итальянский. Давайте подойдем ближе. То есть... Мы вот видим, это не реклама. Это не реклама. Но это просто говорим о нашем подходе к делу. И, конечно же, здесь вот это рефрижератор, который именно для продукции, для продуктов питания. Хочу с гордостью сказать, что, в принципе, во всем нашем производстве на сегодняшний день мы придерживаемся стандартам безопасности пищевой продукции ХАСП. У нас есть сертифицированные сотрудники, и я считаю, что это важно, потому что мы должны контролировать то качество продукции, которую мы едим. И на сегодняшний день у меня на ферме в этом плане достаточно серьезный уровень контроля. Присутствуют постоянно ветеринары убойного цеху с Мархинского ветеринарного участка. Мы берем пробы, и за качество мяса, выращиваем на нашем ферме, я, как говорится, отвечаю своим именем моего тестя, основателя данного предприятия, ну и брендом Мархинская. А вот сейчас вы что будете делать? Или нельзя пока открывать, или там есть технология своя? Я думаю, что нет, можно открывать. Сейчас вы будете парковаться, да? Давайте. Да. То есть у вас получилось так, что не просто ребрендинг, а практически перестраиваете предприятие на международный лад, я так бы сказал. Но, я думаю, что в понятии ребрендинг аккуратно. Можно сказать, что это ребрендинг, это в принципе изменение подхода во всем, в управлении предприятием, выстраивании производственных процессов, связанных с выращиванием свинины. Мы меняем технологию, и пока мы об этом не говорим, но вот у нас приехали, точнее уехали эксперты. На прошлой неделе был профессор Груздев, один из лучших экспертов в области ветеринарии. Мы провели замечательное такое совещание по африканской чуме. Давайте посмотрим, все-таки мне интересно, кто продолжит. Как это делается? Я про то, что ребрендинг это вам не... Обратите внимание, что здесь пластик тоже он специальный, который именно для пищевой продукции. Ящики для мяса, именно не для кирпичей, не для гвоздей, а именно для мяса. И даже пленка, это специальная пищевая пленка. То есть мы на сегодняшний день придерживаемся всех этих стандартов.
То есть туда нельзя ложить курицу? Да, нельзя- наш водитель-экспедитор, он Сергей, он контролирует именно температурный режим. Это минус 2 градуса, когда мы производим транспортировку. Особенно это, конечно, важно летом, потому что многие, честно скажу, на этом экономят. И они считают, термобудка, значит, она типа там держит, да, там что она держит. Да. В смысле, без участия человека, я так понимаю, да, там сама по себе живет. Но нет, важно то, что мы придерживаемся определенного режима транспортировки, хранения на всех этапах нашего производства. Потому что, это важно. Вы же хотите получить охлажденное мясо, свежее, а не протухшее, охлажденное. А раньше на предприятии... У нас, кстати, здесь вот, я видел там такие вывески, продаем охлажденное. Вот мне, кстати, тоже интересно так стало, ведь все мы можем залезть в интернет и посмотреть, во-первых, что такое охлажденное мясо. В нашем понимании охлажденное мясо это, то есть мы сначала его забиваем, то есть есть понятие парное, это, знаете, вот забили и сразу продал. Нет, а это мясо сначала происходит, выдерживается, да, это около суток при нулевом 0 минус 2, нулевая температура, оно, скажем так, охлаждается. И потом уже на второй день мы его пускаем в продажу. То есть она сохраняет свои вкусовые качества, свои полезные свойства. Давайте посмотрим, смотрите, специальное мясо, да? Вы говорите, это замороженное мясо, или как вы говорите, охлажденное? Просто хотел... Замороженное мясо это как раз это свежее мясо. Это свежее мясо, выращенное, как здесь написано, на своей собственной ферме. Мне больше, кстати, нравится название фермы, потому что вообще считаю, что за этим будущее фермера. Я понимаю. Потому что, на самом деле, знаете, таким хорошим импульсом, мы с вами тоже обсуждали вопросы политики, стало как раз наши санкции, направленные против России, которые взорвали буквально всю нашу экономику. Я смотрю, здесь с другой стороны. Обязательно все сделано для удобства. Видите, там у нас всякие дефлекторы, которые направляют поток воздуха. Здесь, кстати, не просто так, это тоже специальный поддон. Он сделан так, чтобы было удобно разгружать. Хотел бы обратить внимание, что у нас чистенькие автомобили. Мы за этим тоже следим. Как-то так вот все. Нет, я насчет фермерства. Я смотрю на ваших автомобилях, и там определенные знаки. Да, и узоры. Это тоже ребрендинг? Да, на самом деле это называется, мне здесь поправили, я тоже, как только я называл, иероглифами, узорами, на самом деле это руны, наши якутские руны. Но как-то так наш дизайнер, он посмотрел в каких-то, может быть, исторических книжках, в общем, как-то так по наитию тоже они появились. Кстати, интересно будет, если кто-то умеет читать эти руны, изучить, что же здесь написано. Может быть, они как-то сами по себе там сделали уже заложили успех нашего бренда. Да. Хотелось бы в это верить. То есть ребрендинг, смотрите, состоит не только в этом. Сейчас мы его изучим, да, но эти машины, они будут ездить по городу Якутск и доставлять Они уже работают, они вышли в рейс буквально 2 недели назад. И радует жителей нашего города. Тебе третий. Привет. А поделитесь, куда они возят мясо, где уже четко стоят. У нас есть торговые точки, которые я бы не хотел их называть мархинскими, потому что они были открыты до меня, были открыты моим тестем. Подход в этих точках не совсем близок мне по духу, и мы их будем перезапускать. Это полностью ремонт. У нас есть уже заработанный дизайн-проект. На самом деле, давайте начнем вообще с чего начинается ребрендинг. Он начинается. Давайте тогда ближе к вообще, вашему в целом, дете. Ребрендинг начинается с идеи, да. То есть с идеи, что я хочу продавать мясо, и все, что с этим связано, колбасы, сосиски, полуфабрикаты. Вы не хотели, вам пришлось. Мне пришлось. И мне повезло, потому что оно пришло по наитию, да. Я считаю, что это по воле Божией. И как-то я пришел во двор, и мне сказали, мархинская. И все. И я уже остановил свой выбор. Мне не было другой идеи, то есть оно появилось само по себе. Но
А дальше это работа с дизайном, работа с концепцией. Вы знаете, мы даже так заморочились, что у нас разработаны специальные скрипты, это по которым работают наши продавцы. То есть они должны правильно общаться с клиентами, да, там, нашими покупателями, они должны правильно там здороваться, не забывать говорить «до свидания». Это очень важно, потому что это технологии, которые мы на сегодняшний день выстраиваем. Вот пока там наши покупатели, можете рассказать, почему именно такого вот вида, понимаете, все-таки об этом вот фудкар, как правильно? Фудтрак. Трак. Да называйте это ларек. А вот вам как нравится больше называть? А я не знаю, просто я, честно скажу, я не приверженец как бы этих, но я не очень люблю, когда появляются иностранные слова. Для меня мы это... его транскрибируем и говорим, это фудтрак. Фудтрак. Можно назвать это автолавка. Да? Автолавка. На самом деле это не принципиально. Важно то, что на сегодняшний день это удобное решение, которое позволяет... Это вот специально по вашему проекту или это уже... Нет, это, конечно, нет, но это у них есть стандартное решение в плане категорийности, размеров и так далее, но, конечно, это индивидуальный проект, потому что здесь сделано под нас в части расположения холодильников, эргономики, каких-то... А давайте покажем, что, как он вообще выглядит. Ну вот вы опасный человек, вы хотите посмотреть запретный плод, у нас продолжается разгрузка. Не, мне интересует больше всего вот это, значит, есть, так скажем, знаете, прилавок, они работают, разгружаются, есть ход сзади. Но меня интересует вон та штука, вон, видите, вот это, вот это. Это называется у нас, на самом деле, это компрессор от холодильника. Ага. Вот, он может утеплен, может работать зимой, но нам обещали, что он работает будет при минус 50, конечно, как говорится, поживем увидим, хочется в это верить. То есть он как работает? И на холод, и только на холод? Он работает на охлаждение, на холод, да, на охлаждение, плюс, кстати, вот здесь такая штучка есть, лючок технологический. То есть, в принципе, мы можем, если где-то недалеко есть точка подключения канализации и воды, то в принципе мы можем этим пользоваться. А так у нас внутри расположен два бака для воды и для, скажем так, отработанной воды. Тогда объясните мне, зачем вода и это, если мы же продаем мясо, мы моем руки. В этом плане, хоть несмотря на то, что мы работаем в перчатках, но это важно, потому что все-таки это мясной просто продукт. На выездной торговле я такого не встречал, честно сказать. Мы же сказали, что я сказал, что мне хотелось быть другими, и я считаю, что нам удалось. А как вы думаете? Вот вам лично нравится? Мне нравится. А вот что касается самой стилистики, а хрюшка наша нравится? Хрюшки я и так, в принципе, если это будет, как сказать, еще и доступно, то есть, с точки зрения ценовой политики, это будет вообще класс. Кстати, хороший комментарий, потому что когда я начал это делать ребрендинг и показывать своим, давайте пройдем оттуда, они когда разгрузятся, мы получается, мы так немножко не впишемся. Ага. Вот. Когда я начал делать ребрендинг, конечно, я делился первыми набросками, эскизами. Смотрите, как круто смотрится. Гордость. Вот. Гордитесь. Да, горжусь, конечно. Ну, потому что, когда ты это делаешь, а это занимает, меня заняло это больше 4 месяцев. Но, честно скажу, можно просто сказать, помните наши старенькие УАЗики, на которых возили, кстати, это же мясо, я это видел. Вы знаете, вы, кстати, против УАЗа ничего не... Нет, я не насчет... Не катите бочку на УАЗ, потому что... Нет, это же Лада, но тоже технически... Да, ну вот как раз я думал, что же мне купить. Здесь все говорят, покупай себе Toyota, потому что здесь умеют их чинить. Нужно брать Toyota, который умеет ехать по бездорожью. Но я решил купить себе УАЗ Патриот. Забрендировал Мархинский. Мы, кстати, на прошлой неделе вот фотографировали на Красной площади, поудивляли наших полицейских. А он там у вас в офисе в Москве? Он уже едет сюда, в Якутск. Так что скоро мы будем щеголять на модном брендированном давайте
Поэтому, тогда, если вы обратили внимание, нет, что мы придерживаемся вот поддержки, ну это Кабохин, это тоже я сделал ребрендинг, но вы внимательный человек, все заметите. Да. Я интересуюсь вот. Видите, мы как сделали, мы сейчас у нас очень важно, чтобы мясо смотрелось красиво, поэтому уделяем внимание выкладке, ну потому что, сами понимаете, мы первое мы любим глазами, а потом уже мы там начинаем пробовать. Если... А это какое стекло, кстати? Вот такое взять. Простое или же это Ортис? Знаете, это, наверное, единственный вопрос, на который я вам не отвечу. И хотелось бы, да, главное, что оно прозрачное и не искажает красивый вкус нашего мяса. И зимой тоже тепло будет там, когда зимой он куда-то выйдет. Я очень на это рассчитываю, но там я смотрю, мы же хотели туда пройти, давайте мы сейчас быстренько, сейчас девочки приберут, да, у нас, и мы вам покажем. То есть здесь теплые окна, правда? Но вы знаете, на самом деле очень круто, потому что обратите внимание, что в принципе нет такого прямого контакта с покупателями, и в условиях пандемии, что это немаловажно. Несмотря на это, у нас продавцы работают в масках, да? А оно что, есть здесь, да? Оно закрывается, все вот так раз и все. И открывается, да? Да. Ну это ж внутри надо открывать. А тебе открывается, если постучишь. Тук-тук-тук. понятно. Открывайся. Все, вот видите как. Я к чему, помните? Вспомнить ларьки, там вот такая окошечко, да? Помните? Да. С нашего детства. И хотел узнать, вот как вы решили вопрос вот с этим? Так. Здесь же все-таки продукции, люди, шасси тоже отечественные. Да, конечно, это шасси делают сами ребята, ребята еда на колесах, они сами проектируют, здесь свой шасси, да. Это полуприцеп, он имеет ПТС, он имеет свидетельство. Все необходимые документы для нашего дорогого госавтоинспекции. Обязательно. И Роскомнадзор, Роспотребнадзор, правильно я так скажу? Роспотребнадзор самый главный потребнадзор. Конечно. Да. Все у нас есть, все сертификаты. Ну вот это, конечно, решение очень интересное. Ага. А вы просто это как-то так. Вот показываю. Да. Хорошо пахнет. Да. Случилось. Тогда и здесь PR-код разработан, да? Да, этот QR-код, в принципе, вы наводя можете зайти на наш сайт. Хорошо. А давайте зайдем внутрь, раз там девушки Крышка такая есть. Ну, это, скорее всего, хряк, видите, сосков нету, поэтому там стоит хрюшка. на травке, а там хрюшка, свиноматка. Свиноматка. На самом деле, как бы говорят мои эксперты, консультанты, говорят, Денис, свиноватка это мини-завод, который тебе приносит деньги, поэтому их нужно любить и беречь. Ну вот, конечно, в условиях Крайнего Севера выращивать свиней, делать свиноводство, это... Анна, вы уже поехали? Нет. Это очень важно. Давайте зайдем, как говорится, добро пожаловать к нам на двор. Я сразу говорю, что здесь пожарный, обязательно пожарный. Да. Но мы сейчас с вами нарушаем правила, потому что... Ну давайте заходить не будем. Потому что я бы заставил вас одеть бахилы, но для вас можно практически все. Давайте добро пожаловать на двор, девочки берутся. Обратите внимание, то есть мы, как я и говорил, придерживаемся стандартам, современным стандартам безопасности продукции ХАСП. Это международный стандарт. И поэтому мы вот в перчаточках, масочках, бахилах. Значит, давайте пойдем по технической части. Ну, если говорим о безопасности, вот вы видите, здесь такой замечательный у нас стерилизатор. Он туда кладутся ножи и выставляется время, ультрафиолет, и, соответственно, он производит дезинфекцию. Сначала мы их моем, потом мы их стерилизуем. Согласитесь, это важно. Теперь, ну, кстати, многие не парятся по этому поводу, там порезали мясо, потом там режут себе там овощи, сырое мясо. На самом деле не есть гуд, особенно если вы не понимаете, в принципе, что это за мясо. Но я к этому отношусь более-менее спокойно, потому что мы контролируем качество продукции. Это нулевая камера, сюда происходит загрузка продукции, видите здесь, да, там, в принципе, она позволяет около 250-300 килограмм единовременно загрузить. Тоже это здесь нулевая температура. Вот мы сейчас открыли, она немножко поднабрала, пойдет медленно опускаться.
То есть здесь такой правильный температурный режим, позволяющий сохранить мясо охлажденным, но и при этом, чтобы оно не испортилось. Это морозильная камера, ну так у нас А есть. морозильная камера, она для... как Ну, бы, для замороженной продукции у нас там есть, там, допустим, не знаю, рульки замороженные, головы. Ну, То есть это позволяет увеличить ассортимент продукции, не только свежее мясо. Ну, ведь не все людям хочется брать охлажденным, ну, допустим, не знаю, брать там свиные ножки для холодца охлажденным, ну, как бы, нужно ли это. Поэтому мы это мясо замораживаем, и как бы в этом плане у нас тоже этот фудтрак позволяет продавать замороженную продукцию. Ага. Ну, здесь витринные шкафы, мы их откроем быстренько, вот так, где хранятся, где выкладывается мясо для последующей реализации. Ну, то есть это наши витрины, то, что мы это уже видим. Обратите внимание, что мы используем, мы сделали ребрендинг и в упаковке, да, и даже каждый крафтовый пакет, он крафтовый, причем это, опять же, на все это есть сертификаты, что это можно использовать с продуктами питания. Вот мы берем такую вот печать, которая тоже эксклюзивная. Вот вы сейчас снимете, и наши коллеги по цеху научатся всем нашим секретам, да, и будут делать так же. Но мы не боимся с этим делиться, поэтому мы берем этот пакетик, макаем в чернилко, кстати, специально сделанный штампик, и вот так вот делаем оттиск. Ну круто, прям 100% handmade, согласитесь? И такой есть легкий набросок небрежности, да, такие неотпечатанные буквы, но такой здесь свой, вот, ну есть вот, ну, То есть, прямо вот интересно, да? ну я так скажу, теперь можно торговать пакетами. Я бы еще подлил чернил, и бы вообще был бы здесь идеальный отпечаток. Но вот, Да. вот это все, вот такие маленькие штрихи, детали, которые, как мне кажется, важны в любом подходе к делу, и в том числе и ребрендингу. И А вот продолжим девушки, наше знакомство с фудтраком. а можно... Мы сейчас попросим да. Анастасию отойти немножко в сторону. Здесь еще- у нас, ну, мы вам готовы сегодня показывать святая святых, даже мусорное ведро, кстати, обратите внимание, оно аккуратненько. Здесь есть два бака. Бак для воды и бак для отработанной воды, да, там. Вот эта штука, это называется генератор. Кстати, у меня очень мобильный фудтрак. Мы при желании можем работать полностью автономно и там осуществлять торговлю в каких-то И, а вот, городах, где нету возможности подключиться. а вот посудомойка, она, как правильно сказать, кран для... Я бы посудомойкой его назвал, ну не Вы знаю. называйте, как вы это хотите. Мы же сегодня не придерживаем стандартов, каких-то общих требований. Но здесь тоже, кстати, она автономна. Может, здесь есть и холодная, и горячая вода. Видите, то есть нагревается. Все как бы очень круто. То есть соответствует всем нормам санитарного... Да, даже надзора. есть у нас антибактериальное мыло, у нас присутствует диспенсер, мы можем обработать руки. Мы, кстати, используем жидкости, дезинфектанты, которые также прописаны в хаспах. Да, спасибо. Вот. Ну, а что касается, как вы говорите, Денис, там тепло или не тепло, вот для этого существует вот, существуют такие тепловые завесы, ну, пол с подогревом, тепловые завесы, которые, в принципе, создают климат, да, в нашем. А вот девушки, вот сегодня И, мы кстати, даже еще поработали. видите, даже хочу Да, показать, еще здесь что-то, даже- да? Здесь вот даже есть такой гардероб. Видите, как круто. То есть все для людей, все для комфорта. Согласитесь, вот вам бы хотелось здесь работать продавцом? Не знаю, я могу ответить только одно. Да, я первый раз увидел помещение. Знаете, есть такой сериал У нас про даже наших поваров У нас на, даже есть какая-то на вот эта СТС. рулеточка, кажется. видите, в которой можно посидеть, то есть девчонки все встанут. И там такой футрак показывают, но в Якутске таких не видел. Это первый раз я вижу, с таким столкнулся. Ну и как вы думаете, это Ну, это какие будущее. у вас эмоции вызывает? Типа зажрались, тратите деньги на такие А вещи. знаете, другое, мы достойны этого. Мы потребители, там, не знаю, как вы нас назовете, покупатели, но мы достойны этого. Ну, на самом деле, да, вот
ведь я мог эти деньги потратить на что? На какой-нибудь новенький 300-й крузак. А если купил УАЗ, на сэкономленные деньги, сколько стоит 300-й УАЗ? А я не спрашивал. Миллионов 8,5, 8, да? Да. Я взял хорошую версию УАЗ Патриот. Мне он обошелся со всеми допами плюс-минус 2 миллиона 300. Плюс я потратил 2 миллиона 800 за каждый футрак. То есть, по сути, я купил себе УАЗ и подарил городу 2 новеньких футрака. Но ведь сами понимаете, что это я сделал не для себя. Ну, я бы себе купил. Кто-то ему, наверное, купил себе какой-нибудь 300-й крузак и ездил бы. Ну, согласитесь, крузак, конечно, круче, комфортнее, престижнее. А я вот решил деньги инвестировать таким образом правильно. Ну, я надеюсь, что, конечно же, многие это оценят. А можно спросить у ваших девушек, насколько им комфортно здесь работать? Давайте посмотрим. Ребро. Подайте Я, кстати, им. да, я хочу сказать, что еще очень важно, что Как раз к вам пришел гость управления образования города Якутска. 600 грамм. вы мне говорите, я с ними буду со всеми знакомиться. Вон он стоит, Что вы? заместитель управления образования города Якутска. Девушки, а вам как в этом, я так понимаю, я с вами раньше встречался, но вот хотел спросить, 52 рубля выходит. как вы тогда работали, как сейчас? Разница есть вот по комфорту? Сейчас комфортно. Да? Я пойду оставлю визитку нужному человеку. Нет, можно, давайте мы Выйдем, познакомимся. Да, познакомимся. А давайте как раз спросим мнение, как же все-таки. Олег, мне кажется, у нас с вами получается такой довольно-таки интересный репортаж о том, как нужно Вы делать не забывайте, ребрендинг. да, мы идем в прямом эфире. Но действительно, опыт якутского бизнесмена, как делать... Опыт, я бы, наверное, сейчас пока себя назвал московским бизнесменом, но Денисом вы сами Соловьевым, сказали, что рожденным вы- в Якутске. Это Вот. моя родина. Вы знаете, на самом деле получается, я, наверное, так думаю и шучу со своими одноклассниками, я говорю, у меня, говорю, как сказки про русского богатыря, ну, в принципе, сказки про богатыря, неважно. И говорю, родная земля силу дает. Ну, то есть вот я здесь чувствую, что есть моя энергетика, это мой город. Когда ездили на рыбалку, у нас другая абсолютно природа, и это мое родное. Я узнал, что у меня, как вот в фильме «Брат», да, есть огромная семья, и тропинка, и лесок, поле, каждый колосок. Это родина моя, всех люблю на свете я. И действительно, это же мой родной город. И я хочу, чтобы здесь было, круто, комфортно, чтобы я когда студенты приезжал, знаете, говорят, а ты откуда, с Якутска? А, это, говорит, город, где вечно зеленые помидоры. Я говорю, слушайте, вы помидор у нас краснеет и вызревает. А картошку моя мама, кстати, у нее взошла и зацвела раньше, чем у меня в Подмосковье. Так что, ну вот, мы должны, я на самом деле хочу призвать всех жителей Якутска, и, там, жителей республики Саха-Якутия, всех предпринимателей, всех бизнесменов, чиновников. Кстати, я познакомился с главой, очень интересный человек, я считаю, что ему удастся изменить, потому что это новый формат человека. Но вот мне он энергетически очень близок, я не пытаюсь там говорить лестные слова на камеру, в принципе, мне не нужно ничья поддержка, главой, мне важно... как, у нас два глава, глава Якутска, глава Якутии. Я вот хотел уточнить просто. Мне оба из них, и Александр Сергеевич, и Григорьев, они оба, я считаю, что такие хорошие профессиональные управленцы. Но я говорю сейчас о Григории, потому что мы с ним встречались, он приезжал на наш комплекс и обменивались мнениями. Кстати, он был один из первых, который меня показал наш проект. Это были эскизы, презентации, это была еще визуализация, а не был живой фудтрак. И он мне сказал, что Денис, да, вы молодцы, вы делаете правильное дело, и я вас в этом буду поддерживать, потому что, ну, я считаю, это нужно, ведь есть в планах создать там, я могу ошибаться в названиях, он называется, как же это, вот, как наподобие нашего там Зарядья в Москве, да, то сейчас хотят создать некую зону архитектурно более интересную, ухоженную, ведь, ну,
Конечно, просто говорить на камеру, что вот там, ну, ведь мы живем в условиях крайнего севера, и, как говорится, есть свои особенности, потому что и части дорог, и вечной мерзлоты, очень сложно управлять городом и вообще в целом в таких условиях. Даже вот я ощутил на себе, когда вот этот короткий строительный сезон, он задает свой какой-то темп. То есть вы предлагаю все-таки, как говорится, человек якутский москвич, я бы такой бы термин бы употребил, да? Все-таки сочетание опыта, как бы сказать, более передовых технологий в ребрендинге и местного, все-таки с местными особенностями, это будущее нашего якутского, так скажем, бизнеса, да? Все-таки это уже жизнь, да? Знаете, ну, просто так получилось, что я там исторически сейчас живу в Москве, но я не могу сказать, что я там якутский или там московский, я все-таки, наверное, российский предприниматель, да, и мне бы больше нравилось, чтобы обо мне говорили именно так. Но важно то, что я рожденный в Якутии. На сегодняшний день, ну, честно говоря, я увлечен данным проектом, даже не хотелось бы им слишком сильно увлекаться, потому что, ну, как говорится, нужно думать об возврате этих инвестиций. Ведь это сейчас вложение с моей стороны, вложение в само предприятие, вложение в продвижение продукции, вложение в технологические решения, да, в данном случае фудтрак, и много того, что вы не видите, оно присутствует, да, потому что даже визитка, которая разрабатывалась, кстати, очень крутое решение, можно взять на заметку всем предпринимателям, это не новое, кстати, подсказали это в Якутске, что когда вот на QR наводишь, что уже это попадает сразу в контакты, да, то есть очень удобно не набивать это, а сканируешь визитку, это у тебя уже оказывается в контакте. То есть, как вы видите, что мы на сегодняшний день живем век уже, ну, мы с вами, в принципе, уже другое поколение, да, потому что сегодняшняя там молодежь, это уже люди, которые там смотрят по-другому, а мой бренд все-таки рассчитан на будущее поколение, ну, и так правильно говорить, потому что если мы говорим о бизнесе в долгую, то я должен говорить о какой-то перспективе развития бренда и поколения, поэтому мы должны следовать каким-то уже ноу-хау, традициям, QR-кодам и прочим технологичным решениям, которые должны присутствовать в любом бизнесе, в любом бренде. Вот сегодня вы будете, вот сколько дней здесь будет стоять вот эта продукция, да? И может быть, кто нас смотрит или посмотрит, может захочет подойти и посмотреть и начать учиться ребрендингу, я бы так это сказал. Нет? Но с большим удовольствием поделюсь своим опытом, хотя у меня еще с точки зрения ведения бизнеса в Якутске его немного, поэтому все-таки хотелось бы, знаете, вот когда Евгений Николаевич приезжал, говорит: Денис, ну что надо тебе? Вот, я говорю: Евгений Николаевич, ну вот вы знаете, вот я вот даже глядя на вас, на ваш там режим работы, там, на ваши социальные сети, я просто вижу, что вы вот просто пашете чуть ли не 24 часа в сутки. И вот кому бы вы ни приезжали, даже я когда приезжал, когда я приглашал, я сказал: давай что-нибудь там проси. А я говорю: да мне, вот, честно говоря, даже стыдно просить, потому что вас вот все просят. Поэтому я сначала хочу, честно скажу, я говорю от души, хочу что-то сделать, да, там, для республики, для жителей города. Как я и говорил уже, все-таки первое образование мне дала республика, и я там уехал в другой город, поэтому хочется сделать что-то такое вот полезное, потому что все-таки мы делаем полезные вещи. Кстати, хотел тоже сказать, мы как-то ушли от этого, ведь хорошо это не всегда дорого. Я не говорю про инвестиции, конечно, они есть. Я говорю про то, что на сегодняшний день мы с ребрендингом практически мы не изменили стоимость продукции. Конечно, ее там увеличил, это незначительно, там, до 10%, но это больше связано со стоимостью кормов, потому что они выросли на 30%. То есть этот ребрендинг был сделан практически без ущерба в определенном смысле продукции предприятия, я правильно понял? Конечно, нет, но прежде всего этот ребрендинг не был сделан за счет жителей города Якутска, это важно, потому что
мои друзья, которыми я делился какими-то первыми набросками дизайна, или там рассказывал, что ребят, мы там сейчас будем класть кусок мяса, заворачивать в бумагу, она реально не дешевая бумага, и там запаковывать ее там бечевкой, сходите в хозмаркет, посмотрите, сколько она стоит, а здесь другая, потому что здесь она для пищевых продуктов. И при этом мы не меняем цену, да, то есть просто хорошо, или, как говорится, они говорят: Денис, ты знаешь, вот ты сейчас многих ты просто этим отпугнешь, а ты не боишься, что вот своей вот этой вот качественной упаковкой, или не знаю, там, А вот как раз девушка ты покупает. напугаешь, может быть, А не спросит: покажете нам? здравствуйте, а как вас зовут? Меня Сардана. Сардана. Скажите, пожалуйста, вот мы сейчас обсуждаем упаковку. Как вам, вот нравится вам эта упаковка? Очень нравится. А что там? Потому что даже там внутри так очень интересно упаковано. Вот видите. Мясо парное, да. Я в городе у нас вижу такое впервые. Ну, в принципе, вот заинтересовалась, купила, понравилось. Вот вообще, знаете, я тоже, вот спасибо большое, я считаю, что вот хозяйка, ну вот побудьте с нами немножко еще. Вообще, я считаю, что, смотрите, вот, ну, если мы говорим о приобретении охлажденного мяса, вот пришла она домой, вот, я стесняюсь спросить, вы же замужем, да? Да. Вот она сегодня будет с этого мяса готовить Да. вкуснейший ужин. А что вы, Сразу. кстати, будете готовить? Ну, я люблю жаркое. С лучком, с морковкой, там, с овощами. А вы знаете, я вот вам оставлю даже свою визитку. Меня зовут Денис Савостин, я основатель бренда «Мархинская». Я вообще сам рожденный в Якутии, но 21 год я уже живу в Москве. Вот, и вы на сегодняшний день, спасибо, что вы поддержали нас, потому что это сегодня буквально первый день, и первый день присутствия нашей продукции, бренда в городе. И когда я вот продумал упаковку, вот здесь вот в каждой детали мои мозги, мое сердце, я вот хотел сделать, кстати, вы обратили внимание, что это штамп? То есть девчонки здесь, ставили да? штамп, это печать. Девочки, покажите печать. То есть мы эту упаковку, во-первых, это специальная бумага, она для пищевых продуктов, она имеет сертификат, мы ставим штамп, и вот хозяйка, она приходит домой, она вот сейчас достанет этот кусочек красивого упаковки, она развернет, и она будет получать удовольствие. Вам же дарили подарки когда-нибудь, Олег? Ну да, конечно. Вы их рвали, разворачивали. Какой кайф, когда ты берешь и разворачиваешь эту упаковочку, так, бантичек, там рвешь ее, ну, согласитесь, это важно. Детали важны. Спасибо вам огромное. Да. И до новых встреч, да. Ну, я вас поздравляю с первым открытием. Ну, посмотрим, наверное, насколько воспримет, наверное, так скажем, бизнес-сообщество к этому отнесется. Но я думаю, если это не в ущерб, как вы сказали, даже больше бизнесу, да, и сделан ребрендинг, конечно, для меня загадка, как вам это удалось, да? Вы знаете, Олег, я честно признаюсь вам, что мне, в принципе, все равно, как к этому отнесутся мои коллеги по цеху или бизнес-сообществу. Мне важно, как это примут жители города Якутска и республики Саха-Якутия. Что касается бизнеса, у всех есть право вести его так, как они его считают необходимым. А у вас сайт есть? Да, сайт Мархинская, но мы его скоро запустим, потому что мы сейчас, прямо в текущий момент, проводим фотосессию в студии. То есть делаем это не просто так, это художественные Тогда фотографии. скажите сайт, и чтобы наши зрители, кто ли посмотрит, чтобы они свое, конечно, то, что вы просили, чтобы они отправили. Олег, признаюсь честно, я бы не хотел, чтобы наше с вами знакомство и общение звучало, как, знаете, реклама бренда Мархинского, потому что мне кажется, что мы с вами сегодня ведем очень интересную беседу, обмениваемся мнениями, я с вами делюсь своими какими-то пережитыми радостями запуска этого бренда. Но сайт у нас, конечно же, есть. Это marhinskaya.ru, и это логично. Кстати, как я и говорил, его можно считать на QR-ах, и даже на QR-ах наших рефрижераторов. Поэтому сайт скоро заработает. Мы его делаем очень информативным, делаем другим. Но я надеюсь, что он также будет не похож на других наших коллег. Хотя я, как я говорю, что вот мои коллеги по цеху, я к ним отношусь с уважением, потому что они были до меня, и мы не конкурируем. Потому что, чтобы конкурировать, мы, как я и говорил, что мы эксклюзивный продукт, потому что мы на сегодняшний день
Выращиваем это в Якутии, всего лишь 2 предприятия это делают в республике. И на сегодняшний день мясо, которое мы выращиваем, в принципе, им невозможно накормить всех жителей республики Саха-Якутия, к сожалению, наверное. Но мы к этому будем стремиться. Поэтому свой продукт я буду продавать только охлажденным. И в отличие от тех, кто пишет, мы это делаем. Спасибо, Олег, за интересную беседу. А я еще раз хочу сказать, до какого числа он будет здесь стоять? До 27-го, да? Выставка у нас, ярмарка, проходит 3 дня. И на следующей неделе мы уже определимся с локацией, так как это требует согласования, мы уже будем выставлять на постоянку в каком-то месте. Ну, я предполагаю, но пока мы об этом не говорим, следите на анонсах на наших соцсетях, и там мы все напишем. И, кстати, у нас очень много всяких интересных идей, активностей. В этом месяце мы объявим, не в этом, в октябре мы запустим конкурс на лучший рецепт сала приготовления, потому что у всех есть свои фишечки. Кто-то делает его так, кто-то по-другому, там, кто-то там, не знаю, выкладывает его, там, заматывает там, в тряпку и кладет себе его под подушку. Я такие истории тоже слушал. Вот, поэтому вот будет такое, следите за нашими соцсетями, там будет конкурс на лучшие рецепты, и я буду баловать всех интересными очень призами. Спасибо. Ну, я, наверное, попрощаюсь. Еще раз показываю вам это мархинское мясо, якутское мархинское мясо племенного хозяйства Сибирь. И теперь это мархинское. Так что следите, смотрите. Теперь наверное, это, я бы сказал, даже Олег, это себе. Теперь это, я не побоюсь этого слова, теперь это новый тренд на рынке Якутии. Спасибо. Ешьте наше мархинское охлажденное. Это наше мархинское. Хрю. Спасибо. Ну что, круто отработали?